В знойный августовский день 1927 года в Сухумской бухте бросил якорь пароход «Пестель». Судно было предназначено для перевозки небольшого количества пассажиров и грузов. Доставка грузов была для сухумчан обычным делом, но не в этот раз. На берегу собралось много народу, так как «Пестель» привез 4 обезьяны в клетках. Впервые о создании питомника обезьян в Сухуме для медицинских целей заговорил ученый Илья Мечников. Инициаторами выступили исследователи Московского института экспериментальной эндокринологии. В ноябре 1925 года директор института Василий Шервинский обратился к комиссару здравоохранения РСФСР Николаю Семашко с просьбой о создании питомника. В декабре того же года была организована комиссия под руководством Семашко, которая ходатайствовала о размещении питомника, рассматривая Сухум, Батуми и районы Армении. Нестор Лакоба настоял на открытии именно в столице Абхазии. В связи с растущей потребностью медицины и биологии в опытах на обезьянах питомник был создан для акклиматизации животных. Здесь проводились испытания вакцин против полиомиелита, кори и гепатита, а также тестировались новые антибиотики и лекарства. В конце 70-х годов ученые начали подготовку обезьян к полетам в космос, предварительно проводя соответствующие исследования. Все проходило в обстановке особой секретности. На этих архивных фотоснимках изображены Дрема и Иреша, одна из тех пар обезьян, которые стали первопроходцами и сыграли ключевую роль в исследованиях космической биологии. Они провели в космосе неделю, больше, чем остальные приматы. Ранее в космическое пространство отправлялись Абрек, Бион, Верный, Гордый. Обезьянам давали прозвища в алфавитном порядке. Животных специально отправляли в космос парами, чтобы облегчить переносимость полета и снизить стресс. Задают очень часто такой вопрос, почему в космос летали парно обезьяны. Потому что обезьяны, приматы, они очень чувствительные животные. И поэтому, чтобы не было испуга, страха, они рядом друг с другом поддерживали. И вот эти все навыки, которые они должны были делать в космосе, первый полет был суточный, потом 4-суточный, последний 4-й полет был уже 7-суточный полет. Разные навыки, потому что 7-суточные, многосуточные полеты, они должны были, конечно, пить воду, есть еду. И все эти навыки они приобретали здесь, на нашей базе, в нашей лаборатории. Удачно всем совершали полет и удачно возвращались. После космического полета все макаки-резусы это были, все возвращались сюда, в Сухум, и здесь проживали дальше, и развивались, и даже давали после этого свое потомство. Очень сегодня можно увидеть, мы сейчас каждого не сможем проследить и показать вам, например, но есть потомки тех космонавтов, которые летали в космос. На тот момент советские космонавты уже успели побывать в космосе, однако находиться больше нескольких дней в космическом пространстве не смогли. Реабилитация после 2- или 3-дневного полета занимала почти месяц, поэтому оставалась важная задача – исследовать изменения, происходящие в организме в условиях длительного пребывания в невесомости. Все проходило в обстановке особой секретности. Их время реабилитации в 3 раза больше было, нежели нахождение на орбите. То есть, если космонавт на орбите проводил несколько дней, ну, скажем, месяц, то восстановление его от 3 месяцев до полугода было. И в первую очередь страдали опорно-двигательный аппарат, нервная система, сосудистая система и так далее. И тогда пришлось вернуться опять к животным, хотя и до этого животные побывали на орбите, это разные грызуны, потом вы, наверное, помните, белка, стрелка, собаки. Но на этот раз решили обратиться к двойникам, лабораторным двойникам человека, к обезьянам. И с 1983 по 1996 год в космосе побывали 12 обезьян, 6 пар обезьян.
Первые 4 пары полетели с нашего института. 5-я пара – это все связано с началом войны. 5-я пара была подготовлена здесь, как раз началась война, и уже готовых обезьян передать Сочинскому институту. Оттуда как раз полетели 5-я и 6-я пара. Когда было выбрано макаки-резусы, первая причина – это меньшая длина туловища по сравнению с павианами, например, и с другими видами обезьян. Затем эти работы проводились вместе с Московским институтом медико-биологических проблем. Тогда был директор академик Газенко. И эта работа занимала не 1 год. Это длительная была работа. Перед полетами проводилась обширная подготовка, включающая модельные эксперименты и специальные упражнения, имитировавшие действия космонавтов. Обезьяны выполняли движения, соответствующие программе полетных экспериментов. Ученые также вживляли электроды в мышцы и головной мозг макак, чтобы фиксировать состояние их физиологических систем во время экспериментов. Биотоки улавливаются микроэлектродами, вживленными в мозг. Мозг к боли нечувствителен. Разные участки мозга управляют различными функциями организма – речью, зрением, движением. Естественно, что эти участки вырабатывают и различные импульсы. Институт даже посещал Максим Горький и принимал участие в одном из исследований, о чем свидетельствуют архивные кадры. Вот здесь вы видите директора тогда института. Это вот человекообразный орангутан наш, это вероятнее всего Бобка, который проживал здесь в нашем центре. Вот в музее я вам покажу, есть у нас его скелет, который сохранился, этого Бобки. Максим Горький, его сын и сотрудники нашего Сухумского питомника, нашего центра в 29 году. Это было всего 2 года, как открыли центр. Но вот стадо пополнялось. Затем, когда он уехал в Москву, в московской даче у него были павианы, маленькие павианы. Но когда павиан до 3 лет, а потом после 3 лет его невозможно содержать, он там становится агрессивный, большой. И поэтому пару павианов его завхоз прислал вместе с сопровождением, вот Максим Горький прислал. Это была уже, наверное, зима 1930 года. Во время грузино-абхазской войны многие животные погибли. Из 4500 обезьян в питомнике осталось всего 150. Сотрудники НИЭПИТа продолжали заботиться о животных, даже работая без зарплат. Первый президент Абхазии Владислав Ардзинбак, как ученый, осознавал важность института и не допустил его закрытия. В 1996 году удалось восстановить популяцию обезьян. Институт выжил и продолжает проводить важные исследования, оставаясь центром высококвалифицированных специалистов. В 2027 году он отметит свое 100-летие. Гугу Савардания, Давид Хашик, Абхазское телевидение.